Новенькие Нефазы Сыктывкарского АТП всем хороши. Теплые, работают на газе, оборудованы для маломобильных граждан, да и водители прошли особую систему переобучения, прежде чем быть допущенными до руля. Видно, что о людях думают, и комфорт пассажиров для перевозчиков не пустой звук, но конфликтные и даже травмоопасные ситуации налицо. В среднем водитель автобуса видит пассажира возле двери на расстоянии где-то 60-70 сантиметров. В лучшем случае. Поэтому понимать, что если вы уже стоите дальше, торопиться нежелательно. Открытие и закрытие дверей происходит не моментально, в среднем это занимает 2 секунды у автоматики. Соответственно, когда человек подходит к автобусу, есть такая мертвая зона, в которой водитель пассажира не видит. То есть в момент нажатия кнопки пассажир еще в зеркале заднего вида не виден. А в момент уже закрытия дверей за счет скорости, так скажем, человека, он уже, получается, упирается в закрывающиеся двери. Ну как упирается, скорее врезается. Поставить себя на место водителя может далеко не каждый, а может стоило бы. Почти на всей крупногабаритной технике существуют так называемые слепые зоны. Стоит в такой оказаться, и для водителя пассажир как будто исчез. На наших автобусах таких вот мест несколько, их нужно знать наравне с обязательными правилами безопасности, считает перевозчик. В целях соблюдения требований безопасности при движении автобуса просим занимать свободные места, держаться за поручни и спинки сидений. Вот так выглядит слепая зона из кабины водителя Нефаза. Виден один, а заходят 6. Конечно, это клинические условия, поэтому и происходит все вальяжно, никто не залетает на полном ходу, как это иногда бывает. А здесь ситуация еще интереснее. Сюда водитель смотрит, когда делает правый поворот. Комментарий излишни. Пассажиры, кстати, тоже не стеклянные. Пассажир может повлиять на безопасность тем, что загораживает обзор водителю, либо отвлекает от управления движением. То есть в данной ситуации, например, в автобусах Нефаз при движении, если пассажир стоит на передней площадке возле входа-выхода двери, то есть создает помехи обзорности водителю. К счастью, происшествия из-за слепых зон случаются редко, а со временем их удастся свести к нулю через информирование населения и модификацию автопарка. Главное не забывать, что спасение проезжающих, в том числе и дело рук самих проезжающих. Евгений Стокос, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.